Хочется поблагодарить игроков, что выполнили задачу. Наша задача была 6 очков в этих матчах. Мы понимали, что игры будут сложные, потому что мы столкнулись с проблемой, что в команде около 5-6 игроков заболели. Сейчас в такую погоду вирус поймали ребята после игры с Ордобасы, поэтому мы играли не в полных физических кондициях, но хочется поблагодарить ребят, которые, несмотря на болезнь, вышли на паркет и постарались выполнить задачи тренерского штаба. Ералы прогрессирует, он занимается в нашей академии в своем возрасте. Сейчас были те игры, когда наша заявка была неполной, мы могли поставить Ералы в нее и хотели поймать момент, когда дать нашему местному игроку выйти на паркет, но игра сложилась сложной. Нам пришлось играть более сконцентрированно и дисциплинированно на поле, потому что счет был 1-0, и по решению тренерского штаба мы не стали рисковать. Работа в процессе, остались небольшие нюансы. Как только мы их уладим, я думаю, вся общественность, и весь город, который ожидает нового тренера, они узнают. Приглашение в сборную получили Чингис Синаманов, Игита, Ажол Дарибай, Ринат Туригадин и Ержан Карменов. А также в сборную России привлекается Камиль Гериханов. Я думаю, это будут сложные игры. Я думаю, что на отборочном этапе все команды хорошие, тут нет времени расслабляться, тем более предыдущие игры показали, что каждый соперник может забрать очки в гостях и дома, поэтому я думаю, в этих двух играх нашей сборной нужно набирать 6 очков, чтобы себе гарантировать выход с первого места. Нет, мы не преследуем такой задачи, первое место, мы идем планомерно, смотрим на свои задачи. Это регулярный чемпионат, но все будет решаться в плей-офф, как и в том году. Регулярный чемпионат показывает одно, но плей-офф – это совсем другие игры.